А, Добрый день, меня зовут Раскризина Динара. Я куратор образовательной программы Музея современного искусства «Заман». А, а, Рада всех приветствовать, всех, кто будет смотреть записи. Немножко расскажу про «Заман». «Заман» на данный момент существует в формате посольства и функционирует и работает как институция современного искусства. «Заман» реализует выставочные художественные проекты, публичные образовательные программы для локального комьюнити и для жителей города Уфы. Сегодня нас ждет лекция от Стаса Шерифуллина в рамках параллельной программы к выставке «Шепотом». Немного коснусь выставки. Выставка – это групповой кураторский проект с моим участием, а также моих коллег. Это Мария Сарычева, Дамир Нилунтах и Шамиль Шаев. Выставочный проект в основном состоит из работ, сделанных художниками после 24 февраля 2020 года. И эти работы фокусируются на ощущениях внутри ситуации. Той ситуации, в которой мы оказались, и в условиях, а также в тех условиях, в которых прямое высказывание практически невозможно, и так мы обнаруживаем опыт невозможности речи, и все, что нам остается, быть очень внимательными к своим словам и даже где-то молчать. И тема, которую заявил Стас, она называется «Тишина как присутствие, тишина как отсутствие». И описание к этой теме, я процитирую, как пережить опыт молчания и невозможности языка, как услышать неслышимое и помыслить глобальные мировые катастрофы через тишину. Я представлю Стаса. Стас – российско-башкирский исследователь, родившийся в Сибири, музыкант и художник, работающий со звуком и контекстом звучащего, преподаватель магистратуры Sound Studies and Sonic Arts в Берлинском университете искусств. В своих художественных и академических исследованиях разрабатывает тему агентности звучащего, обращая особое внимание на политический потенциал звука и музыки в деколониальных и активистских практиках. Тебе слово, Стас. Здорово, Ахмед. Хаму хафиз. Да, я по-русски, если никто не против, расскажу. Да, спасибо за представление. Так. Да, действительно, поговорим сегодня о вот таких заявленных темах. Наверное, сразу важный дисклеймер. То есть почему такая тема и как она вообще связана с моей практикой в целом. Во-первых, чем я занимаюсь? Я работаю в области такой междисциплинарной области знаний, которая называется Sound Studies. По-русски говорят исследование звука и аудиальной культуры. Вот, Sound Studies изучает звук не только как бы физически его разбирая, но и как звук и разные виды звуков влияют на вообще как бы культурный ландшафт, скажем так, на общество, на политику этого общества и так далее. Вот. То есть я не занимаюсь музыкой как таковой. Музыка для меня это там, если мы говорим про какую-то исследовательскую рамку, то музыка это всего лишь там один из примеров звука, частных случаев звука. Вот. И поэтому тишина тоже так важна, потому что тишина – это тоже звук. То есть де-факто тишина, что в музыкальной нотации, что в коммуникации, когда мы используем тишину как разделяющий, да, какой-то элемент в наших словах, это тоже знак достаточно важный. Вот. И исследованию тишины, исследованию молчания посвящено достаточно большое количество различных работ. Сегодня мы попробуем такое собрать, такой овервью небольшой художественных работ, немножко теоретических, чтобы, может быть, если кому-то будет интересна сама тема, потому что у нас формат достаточно ограниченный во времени, и если кому-то будет интересна тема, я посоветую разные штуки, можно будет в них покопаться, смотреть дальше и так далее. Вот. Вся, наверное, лекция будет строиться на таком своеобразном противостоянии тезису о том, что он в разных видах высказывается, из серии, что не молчите, молчание всегда там выступает на стороне агрессора и так далее. Здесь сложно согласиться с
тем, что когда происходит какая-то большая несправедливость, действительно молчание в каком-то смысле потакает, да, тому, кто эту несправедливость порождает. Но я вам покажу разные варианты, и мы, в общем, можно как-то это оставить для обсуждения, разных примеров, случаев, когда тишина, наоборот, становится агентом для того, чтобы все вот эти виды там, политической какой-то дискриминации, насилия и так далее осмыслять и проговаривать в обществе, когда и в ситуациях, когда язык кажется невозможным. Вот, первый момент касается, конечно, темы самой, то есть говоря о тишине, о чем конкретно мы говорим. Здесь есть разные подходы, скажем так, но нас больше всего интересует подход, конечно, который предлагает нам антропология, культурная антропология, как в России говорят, культурология, в общем, все, что предлагает нам различные cultural studies, различные дисциплины, связанные с осмыслением феноменов разных явлений вот в области общественно-политической жизни, скажем так. Вот. Конечно, мы не можем говорить о полной тишине никогда, это очень важное сразу замечание, потому что полная тишина может быть только в космосе, в вакууме. Ну, то есть всегда, когда даже вы не слышите каких-то звуков, вы можете что-то услышать. Даже в безэховой камере вы можете услышать, как бьется ваше сердце, такой писк в ушах, это то, как работает ваша нервная система и так далее. То есть мы всегда слышим наше тело. Человек никогда не находится в абсолютной тишине. Абсолютная тишина с точки зрения слушания, она физически невозможна. Вот. И здесь тишина и молчание нас интересует, скорее всего, вот именно как какие-то, как какая-то культурная единица. Вот, и с этим мы будем работать. Мы выстроим всю нашу работу относительно, давайте так скажем, критической рамки западной культуры. Это тоже очень важный момент. Вообще деколониальный подход в Sound Studies, он достаточно редкий, но он вообще сейчас это относительно новый, да, как вы знаете, то есть там с середины 2000-х направления. Но что касается Sound Studies, это вообще супер, там буквально сейчас зачатки этого появляются. И многие исследовательницы, включая меня, как раз подходят с критической позиции к этому знанию, которое произведено в Западной академии, да, и попробуем тоже с вами эту оптику применить. То есть будем разбирать примеры из западной культуры, но подходя к ним критически. Вот, это важный момент. И будем начнем, наверное, работать вот в такой вот бинарной рамке. Если вы знаете, что западная культура вообще достаточно бинарна, то есть она состоит из большого количества разных бинарных оппозиций, мужское, женское, красивое, уродливое, и много-много-много другого. Вот. И мы возьмем вот такие два агрегатных состояния тишины. Мы возьмем тишину как покой. Есть такое французское, я просто взял из теории, из французской, «l'équitude», да, и безмолвие, пустота, «le silence». Вот это противопоставление, вот эта бинарная позиция в исследованиях тишины, в исследованиях роли тишины в культуре, она встречается вообще везде. Вы вообще везде ее увидите, если будете разбирать западную культуру. Просто пример. Вот есть книжка швейцарского такого ресерчера, исследователя Макса Пикарда, и, в принципе, вот здесь он про то же самое говорит. Надеюсь, окей, что на английском, я переведу, если нужно. То есть тишина природы – это такая конфликтующая тишина с человеческой точки зрения, это такая blessed silence, то есть она благословенная тишина, потому что она дает человеку интуитивное чувство вот этой великой тишины, которая была до мира, из которой все возникло. Но и в свою очередь она oppressive, она давящая, потому что она как бы отправляет человека назад в это самое состояние, в котором у него, в общем, могут отобрать слово и back again into the original silence. Условно, мы рождаемся из ничего, из тишины, и уходим тоже в тишину. То есть тишина здесь равнозначна смерти, и вот это вот oppressive silence, вот это blessed silence, благословенная тишина, она равнозначна жизни, наоборот. То есть когда, самый, наверное, простой пример, вот вы вышли в лес, сидите на опушке, вы не слышите тишину, но вы слышите вот этот покой, то есть вокруг какие-то бабочки летают, птицы поют, река где-то даже журчит, и вам хорошо. Вам хорошо, потому что вы не слышите антропогенных звуков, потому что человек, нигде там ни машин, не знаю, ничего нет, ни люди не орут, и вот это вот есть blessed silence, то есть, и в том смысле это всегда тишина благословенная. И с антропологической точки зрения, если мы вернемся к тому, чем было ухо вообще изначально в эволюционном смысле, да, ухо как привилегированный орган страха,
то, ну, в принципе, то же самое. То есть, когда крадутся хищники, все остальные животные затихают. Тишина означает смерть в том или ином формате, ну, чисто вот с антропологической точки зрения. Эта история, она проходит такой краеугольной красной нитью, краеугольной нитью, краеугольным камнем, короче, является во всей западной теории того, что называется акустическая экология. Чуть попозже про это расскажу более подробно. Ну, условно говоря, акустическая экология – это та же самая экология, только это про аудиальную окружающую среду. Это про то, как мы слышим мир вокруг нас, что нужно улучшить в нашей окружающей среде. И вот один из ее представителей, Рэймонд Мюррей Шейфер, это очень известный такой канадский ресерчер, который умер, кажется, в этом или в прошлом году. Он вот, смотрите, да, что пишет, то есть человек любит издавать звуки, то есть это вот такая чисто антропологическое свойство человека, чтобы напоминать себе, что человек не один. С этой точки зрения полная тишина, тотальная тишина – это отказ от человеческой сущности. То есть человек боится отсутствия звука так же, как он боится отсутствия жизни. То есть здесь, видите, он ставит такую знак равно между этими всеми штуками. В общем, вот эта вот пропозиция, вот эта вот бинарная позиция, благословенная тишина или тишина давящая, она в том или ином виде проникла в западную культуру, ну, практически везде. Мы можем видеть вообще везде. Ну, то есть, действительно, если даже проследить становление западной культуры там из своей колыбели, мы сейчас имеем в виду там античный, да, мир, то даже там это сразу заметно. Например, вот есть два бога таких, из языческого пантеона древних греков. Справа бог – это достаточно известный чувак в этой сфере, ну, в божественной языческой сфере, которого зовут Аид, Гадес. Да, видите, вот этот собака его, Цербер и так далее. Ну, то есть Аид, который был таким аналогом древнегреческого Волана-де-Морта, то есть его имя даже нельзя было произносить, чтобы не навлечь на себя беду различную. Вот Аид, он такой в общем, рулит царством мертвых, царством, где вообще тишина, смерть, никто не говорит, потому что все мертвы. И с другой стороны, есть вот такой замечательный, менее хайповый языческий бог, которого зовут Гарпократ. И Гарпократ, вот он, наоборот, способствует тем, кто хранит секреты, тем, кто как бы лишний раз не болтает. То есть здесь вот есть такая благословенная тишина. С Гарпократом связана еще одна интересная история, я вкратце расскажу просто. Это ошибка греческих, в общем, тех, кто составлял пантеон греческий, потому что, ну, если вы знаете, греческая мифология формировалась существенно на базисе мифологии египетской, и когда в качестве, в общем, в ходе восстановления и адаптации под греческий образ жизни нашли люди изображение многочисленного вот такого вот божества с пальцем у рта, ну, типа, как будто он показывает, что нужно молчать. И они подумали, что вот это вот такой бог, который, в общем, как бы сказать, содействует, да, всем, кто, ну, молчит. И позже, уже сильно позже оказалось, что это большая ошибка, потому что просто египтяне изображали детей вот с пальцем у рта, это было чисто... И это на самом деле сын богини Исиды, то есть никакого отношения к тишине, никакого он не Гарпократ, никакого отношения к этому не имеет, но, как называется, прижилось. Вот. От язычества можно выстроить прям нарратив целый, если мы будем копать в западную культуру. Конечно же, мы не можем игнорировать христианство как достаточно большой пласт этой культуры. Здесь тоже вот это вот противостояние blessed silence и oppressive silence, вот этой вот благословенной тишины и давящей тишины, очевидно, раскрывается в различных библейских образов, прежде всего это Ветхий Завет. Если мы говорим про тишину, которая, в общем, способствует, ну и, наверное, вы тоже много знаете, есть целое большое количество и в православном каноне, и в католическом каноне, и в протестантском. Есть большое количество разных святых, иконы, в том числе, которые, как бы, говорят людям помолчать. Ну, из серии там есть вот Богородица, которая пока также держит палец у рта, и вот по такой католической интерпретации она, в общем, просит нас помолчать, потому что ее сыну есть что нам сказать. Опять же, наверное, не нужно лишний раз говорить про там все обеты молчания, да, которые так или иначе присутствуют неразрывно связаны абсолютно с христианской культурой, но не только с ней, но мы говорим только про западную и так далее. То есть, в принципе, нам нужно помолчать, чтобы слово Бога как бы до нас дошло, и чтобы мы с ним жили, в общем, в согласии. В свою очередь, давящая тишина, тишина, которой как бы нет, ну, как это сказать, у которой нет
в общем, та, которая показывает нам на отсутствие жизни, это все мифы из Ветхого Завета, где Бог отказывается говорить с кем-то, с кем он раньше разговаривал. Самый известный, наверное, это про первого правителя иудейского, в общем, про царя Шауля, Шауль, где просто, в общем, там есть Шауль и Шмуэль, и пророк говорит, что Бог отказывается говорить с Шаулем. В общем, на Шауле там в итоге в битве с филистимлянами пал и так и не услышал Слово Божье в ответ. Ну и в целом достаточно распространенный сюжет, много где встречается, в восточной культуре в том числе. Есть замечательный роман, который называется «Молчание», про двух португальских священников католических, которые уехали в Японию, чтобы распространить там Слово Божье, но столкнулись, в общем, с проблемами, и там буквально герои говорят, что зачем, как бы, если ты хочешь от нас что-то, то почему ты с нами не разговариваешь. Ну, в общем, тоже сюжет достаточно популярный. Окей. Самое интересное с этой оппозицией бинарной происходит, когда западная цивилизация входит в такой период исторически с очень размытыми рамками и границами, который называется «Новое время», Neuzeit, обычно говорят по-немецки. И вот это новое время, то есть это время, когда люди начинают заниматься исследованием, науки очень много, да, то есть само содержание идеи Бога, как чего-то божественного, что управляет нами, как бы и всем порядком, ставится под сомнение. И это, многих людей, конечно, сильно почву из-под ног убивает. Все это приводит к достаточно интересной трансформации концепции тишины и молчания в целом в общем сознании. Наверное, я вот такую вот выбрал иллюстрацию. Это работа Адилона Редона, такой, если знаете, французский художник визуальный. Вот. И она в названии этой работы, цитата ученого Блеза Паскаля, которая приписывается обычно ученому Блезу Паскалю в тот момент, когда Паскаль узнал, что, в общем, Галилео изобрел телескоп, и, в общем, что Вселенная бесконечна, она большая, черная, тихая, пустая, как бы, и непонятно, что нас из этой вселенной ждет. И вот он говорит, по легенде, он сказал вот эту вот фразу, которая в названии картины, бесконечная тишина этих вечная тишина этих бесконечных пространств пугает меня. Вот, и вот у Редона есть такая работа, которая этому всему посвящена. И в целом, понятное дело, что конец 19-го, начало 20 века, начало модерности, периода современности, все это дело достаточно сильно извратило. Вот эта вот благословенная, прекрасная тишина, покойная, благодатная, ей как будто бы не остается места. Бога убили стараниями Ницше и всех, кто до него был. То есть непонятно, зачем больше с этим работать. Вокруг машины, станки, новое время, шум, локомотивы, в общем, индустриализация полным ходом идет в западном мире. И люди, конечно, теряют этот вот разрыв. Об этом тоже много очень всего написано, но раз я взял эту книгу Пикара, давайте по ней пройдемся. Вот то же самое говорит, видите, изобретение печатных технологий, обязательное образование, ничего не изменило человека так сильно, как нехватка отношений с тишиной. То есть вот этот факт в том, что тишина больше не принимается как само собой разумеющееся, что-то естественное, как вот небо над головой или воздух, которым мы дышим. В общем, и вот его вывод такой, да, что человек, который потерял тишину, не то, что потерял человеческие какие-то свои качества, но вся структура человека полностью изменилась из-за того, что, в общем, произошло с тишиной. И, естественно, время было такое, что вся западная мысль нуждалась в переформулировке и переосмыслении большому. Мы немножко поговорим вот об этих двух чуваках сейчас. Чувак слева достаточно стрёмный, но зато книги у него интересные. Вот. Чел справа поинтереснее, но книги более занудные. Я постараюсь в двух словах вам про них рассказать. Вот чел слева – это Артур Шопенгауэр, если вы его не узнали. Шопенгауэр как такая жирная клякса на том, что называется философия нового времени, философия der Neuzeit, это как раз немецкая, это Кант, Шейлинг, Фихте там, и так далее. Разрабатывает собственную систему, как бы его назвать, наверное? Наверное, я бы назвал это космическим пессимизмом или космическим нигилизмом. Это очень интересная система.
В своей главной работе, которая называется «Мир как воля и представление», Шопенгауэр говорит о том, что это сейчас такой небольшой душненький нюанс, но просто дальше нам понадобится. В общем, Шопенгауэр говорит нам о том, что миром в двух словах правит воля. Есть воля, она слепая, безумная, мы вообще не знаем, там, что ей нужно, у нее нет никаких ни целей, ничего. И вот эта вот воля, она безумная мечется, и вот в ее безумных этих метаниях нам рождается мир как представление. И единственное, с чем мы, как люди, можем соприкасаться, это как раз представление этой воли. Ну, то есть у мира нет смысла, в жизни нет смысла, вообще абсолютно никакого. Все это, ну, как бы просто... Со звуком как будто происходит. Сейчас. Мгм. Включился, сейчас посмотрю. Спасибо. Ну, В общем, и есть искусство, это тоже важно, которое приближает нас немного к пониманию этой воли, ну, потому что как бы музыка, вот музыку считал Шопенгауэр, например, самым важнейшим из искусств, вот она наименее как бы нагруженная смыслом человеческим, таким представленческим, непонятно. Вот, и у Шопенгауэра есть очень интересная система, которую часто не замечают, которую он позаимствовал и ну, скажем так, разработал у Канта, это система отрицания. То есть он говорит про то, что есть привативное отрицание, нихил привативум. Это когда есть вот эти самые бинарные оппозиции, присущие западной культуре. Ну, например, что такое привативное отрицание, положительное отрицание? Ну, например, тишина как отсутствие звука, темнота как отсутствие света, холод как отсутствие тепла. Вот это все бинарные оппозиции. И как бы на них-то все строилось, но, говорит Шопенгауэр, есть еще и негативное ничто, негативная ничтойность. И вот эта негативная ничтойность, нихил негативум, это ничего без какой-либо положительной коннотации вообще. То есть это вот это самое безумие черной бездны космической, которой вообще плевать абсолютно, что будет. Это вот это вечное the great silence. Это вот эта вот вечная великая тишина космоса, вот этих вот бесконечных пространств безмолвных, которые пугали Блеза Паскаля. И вот она есть, и это есть то самое отрицательное ничто. И это отрицательное ничто мы должны тоже осмыслять и внедрять в свою жизнь. И когда мы как бы относительно этого свои жизненные ориентиры будем выстраивать, мы поймем, что в жизни на самом деле не так уж и много смысла, в общем, и будем относительно этого жить. Ну, я сейчас очень вольно интерпретирую Шопенгауэра. Я думаю, что те, кто изучал философию, более-менее серьезно со мной сейчас сильно поспорили, но в целом это основной какой-то блок, который нам нужно знать. В свою очередь, Витгенштейн чуть более интересно, с моей точки зрения, теоретик, который менее, ну, скажем, поэтическим языком писал, более таким логичным, структурированным. Его известная самая работа «Логико-философский трактат», «Трактатус логикус философикус», она вообще состояла, такая небольшая книжка, которая прямо состоит из пунктов, то есть там прям пронумерованные есть пункты, их можно читать, они друг на друга там реферируются и так далее. Вот. И у Витгенштейна молчание и тишина приобретает вот это вот негативное ничто, отрицательное ничто, приобретает абсолютно другой вообще фокус, который, ну, я рискну предположить, очень сильно повлиял не только на искусство и культуру, но и в целом на развитие общества 20 века. Это очень интересная, большая работа. Какой главный тезис? Главный тезис в конце у Wittgensteina, ну, логично, как бы, книга супер логичная, он логик по образованию, типа, вот вся эта история, и самая главная вещь в конце. Книга заканчивается таким тезисом: то, о чем невозможно говорить, о том следует молчать. Wittgenstein говорит нам о том, что языка нашего как инструмента, с помощью которого мы описываем реальность, недостаточно для описания очень большого количества вещей, которые мы у себя в голове собираем, которые происходят вокруг и так далее. Ну, например, о чем невозможно говорить, о чем следует молчать по версии Wittgensteina. О всем, что не попадает под какие-то, ну, обо всем, что нельзя описать с помощью языка логики. То есть, например, мы можем сказать, что яблоко красное, да, но мы не можем сказать, что яблоко красивое, потому что красота – это уже абсолютно субъективная история, и по мнению Wittgensteina говорить об этом не стоит. Сюда же входят, конечно, все эмоции, любовь, гнев и прочие вещи, и сюда же, по мнению Wittgensteina, входит искусство.
То есть все разговоры об искусстве – это абсолютно разговоры субъективные двух людей, которые разделяют или не разделяют субъективную точку зрения на то или иное искусство. Следовательно, по Wittgensteinu у них нет смысла. То, что о них не следует говорить, это не значит, что действительно, то есть это не нужно понимать буквально, то есть не то, что нам нужно вообще никогда не обсуждать искусство. По Wittgensteinu это скорее разговор о том, что если мы хотим какие-то логические вещи, в общем, с моей точки зрения, Wittgenstein максимально деколониальный автор, то есть он разбивает вот эту всю систему там парадигмальную, которая возникла в западной культуре, типа из серии симфония там или балет – это очень важные штуки, потому все должны там играть Бетховена, все должны играть Баха, все должны учиться классической живописи, бла-бла-бла-бла-бла. Wittgenstein говорит, нет, это вы просто придумали и между собой договорились, что оно так. На самом деле в этом нет никакого смысла, в этом вообще не нужно говорить так, как будто это несет какой-то смысл. Вот. И все интересные вещи как раз происходят, наверное, в 20 веке в такой пост-витгенштейнианской парадигме, и на ней как раз мы с вами остановимся поподробнее. Это было и интро такое, такие базовые теоретические точки, то, о чем нужно знать. Первый большой тренд, странно назвать трендом, давайте так. Первая точка сборки для тишины, как для эстетического инструмента, как для инструмента делать искусство, это, конечно же, работа с тишиной как с отсутствием. Потому что, есть голоса, которые просто больше которые не звучат и больше никогда не зазвучат. Здесь тоже, наверное, не так много времени для разных примеров, но вот этих вот 3 людей хотелось бы про них рассказать. Впервые с невозможностью языка, с границами языка, с тем моментом, что, в общем, язык упирается в свои рамки и не может дальше никаким образом развиваться, сталкиваются художники, поэты, давайте так, художники в широком смысле слова, то есть artists, типа музыканты и многие-многие люди, которые прошли и пытаются осмыслить опыт Холокоста, то есть опыт чудовищной катастрофы Второй мировой войны, опыт геноцида народа целого. И по большей части это именно представители, как раз люди, которые в том или ином формате, в общем, этого всего коснулись. Вот слева на картинке режиссер, такой американский режиссер, можно сказать так, еврейского происхождения, немецкого происхождения, Клод Ланцман. И сзади постер его работы «Шоа». Это очень-очень длинный, по-моему, 11-часовой, если я правильно помню, фильм про, собственно, Шоа. Вот это есть синоним для Холокоста, катастроф. Что за фильм и почему он такой? Фильм супер длинный, в фильме очень много просто тишины, молчания, людей в кадре, которые... Может зайти посмотреть трейлер на YouTube. Клод Ланцман «Шоа». Или сам фильм, если интересно. Там очень много секвенций, которые просто показывают людей, которые просто молчат, очень много разных проездов. И Ланцман захотел снять фильм про Холокост, который не будет создавать определенную дистанцию. То есть в чем проблема? Проблематика достаточно простая. Холокост, любая катастрофа, геноцид, война, что-то ужасные события, частью которых мы с вами сегодня, к сожалению, тоже являемся, это такой гиперобъект, то есть это настолько большая, мощная история, которую невозможно схватить, объять, понять, осмыслить как-то одному человеку. Потому что, какие есть варианты того, как можно говорить о Холокосте? Например, это либо какая-то частная история, эмоциональная, да, но она всегда останется частной историей, она нам не даст никаких ответов, понимания масштаба трагедии. Например, не знаю, там фильм «Список Шиндлера», да, прекрасная история, частная, но, в общем, что мы можем понять по фильму «Список Шиндлера» о вот этой чудовищной трагедии, которая произошла? Не так много. Окей, есть второй подход. Второй подход – это цифры, да, описывать бесконечное вот это количество цифр, людей погибших, жертв, что, конечно же, это абсолютно как бы heartbreaking, но в какой-то момент
Я думаю, что даже для тех, кто глубоко эмоционально участвует и переживает, это все превращается всего лишь в цифры. Ну, то есть там сегодня мы видим в социальных сетях, да, вот эти все преступления военные наши, где куча вот этих погибших детей и так далее. В конце концов, для многих людей это всего лишь цифры и цифры. То же самое, ну, не знаю, вот с ковидом, да, если помните, когда первые 2 недели все ходили в шоке, о боже, сколько народу умерло, новая там инфекция, в общем, какой кошмар, а потом через полгода это становится уже просто цифрами, ну, то есть тысячи людей, там, этот сайт, и, в общем, это тоже нам не дает никакого понимания. И Клод Лансман говорит о том, что нам нужно работать с тишиной и с молчанием, как с инструментом, который поможет передать этот опыт. Что он сделал? Он во-первых, отказывается абсолютно от любых архивных съемок документальных. Он говорит о том, что любая архивная документальная съемка для разговора о катастрофе, она как бы, ну, она создает дистанцию. Дистанция – это не то, чего бы хотелось. Хочется вовлечения, а не дистанции. Он едет по бывшим лагерям, имеется в виду, ну, лагеря смерти, Аушвиц, Освенцим, Треблинка, и там, ну, набор их целый большой. И он просто производит там документальные съемки, едет прям на поезде, въезжают в эти ворота, все пустое, полное молчание. И люди в кадре, некоторые из них рассказывают какие-то истории, некоторые просто молчат. И мы очень хорошо понимаем, что все люди, которые оказались в кадре, вот эти большие между ними, ну, вот эти и молчания, и тишины, и люди в кадре только потому, что других людей в кадре нет. Это такое сознание, которое где-то на 3-м часу, наверное, фильма приходит, и от него потом невозможно отделаться. То есть это такой очень тяжелый опыт. Как написал один из кинокритиков российских, что фильм, который оставляет такой шрам на душе, но этот шрам необходим для того, чтобы повзрослеть. Со схожими целями тишину, молчание и, ну, на самом деле, другие звуковые, скажем так, моменты в своем творчестве использует вот человек на картинке посередине. Его зовут Пауль Целан. Пауль Целан – это такой тоже еврейский поэт румынского происхождения. У него был тоже опыт, там он родителей своих потерял, в общем, сам в трудовом лагере был на территории современной, по-моему, современной Молдовы, если я не ошибаюсь. И Пауль Целан, он спорит с высказыванием, известным высказыванием Теодора Адорно, немецкого такого культурного исследователя, о том, что поэзия после Аушвица, после Освенцима – это варварство. Потому что, ну, непонятно, как можно вообще говорить после всего ужаса, который произошел. И Пауль Целан показывает, как можно говорить. Он берет, ну, его поэзия супер фанатичная, я бы так сказал, супер звучащая. Можно на Ютубе найти где кучу видео, записей, где Пауль Целан сам читает свои стихи, то есть он нам показывает, как их нужно читать, расставляя очень длинные паузы, делая осмысленные паузы между словами. И вся его поэзия – это поэзия, ну, состоящая из разрывов, из расколов, из кучи разломов между смыслами, из кучи трещин, из кучи пауз, тишины и молчания. И вот через эту паузу, через эти тишины и молчания он, во-первых, добивается того же, что добивается Клод Лансман, ну, то есть показывает нам, как через молчание можно ну, указать на то, что чего-то нет. И, как пишет одна исследовательница, известное творчество Целана, говорит нам в том числе о том, как о возможности языка, о том, что язык все еще может существовать даже в условиях там, чудовищной катастрофы. Что, да, искусство не может быть вне политики, это полный бред. Любой человек, который говорит вам, что искусство вне политики, можете отправлять его, не знаю, в историю Второй мировой войны. Но, тем не менее, можно изобретать инструменты, с помощью которых с сложными темами можно работать. Третий человек на картинке, совсем вкратце про него, это Сэмюэль Беккет. Он не имеет отношения к Холокосту как таковому, но он, в общем, был занят в антивоенном сопротивлении во время оккупации нацистами Парижа. Он жил в Париже, и, ну, сам он описывает это все как там, типа, бойскаутские просто приколы, типа, ничего серьезного там не делал. Ну, на самом деле, много помогал, он там переводчиком работал, шифровки доставлял, рисковал жизнью своей свободой, ну, тем не менее, в общем, Беккет молодец. И Беккет – это как раз, наверное, пример того, как чисто тишина, абсолютно тишина работает, тишина и бессмыслица. То есть Беккет – фанат Wittgensteina, судя по всему. И до войны Второй мировой Беккет пробовал писать такие, ну, скажем, постмодернистские произведения, тексты, сильно вдохновленные творчеством его ментора и учителя. Господи, как его зовут? Улисса, который написал. Выскочил из головы. Неважно. Ирландский писатель. Джойс.
Да, спасибо, Джойс. Да, Джеймс Джойс был наставником Беккета, и, в общем, много очень у Джойса он почерпнул, но потом, когда началась война, когда началась оккупация, все это время, которое он не провел, Беккет не мог толком не писать, не работать, издательства не хотели его издавать. И, в общем, только после войны он все свои ключевые, он сменил немножко вектор, он перешел с прозы в область драматургии, и первая же его, ну, такая большая пьеса «В ожидании года», она, конечно, произвела большой фурор, потому что там как раз была история про невозможность языка, про невозможность говорить. Там два персонажа, которые абсолютно абсурдны, то есть просто у них, они чего-то ждут, не знают чего, они не могут уйти с этого места, они постоянно вставляют большие паузы или просто говорят какую-то бессмыслицу, они обмениваются шляпами, Беккет вставляет в это все элементы, ну, точнее, становится основоположником, даже, наверное, комедия абсурда, вот этой трагикомедии, где не очень понятно, какие чувства зритель должен ощущать, должен он смеяться, глядя на это, или должен он плакать, и вообще понимает ли Беккет, где происходит грань между плачем, да, и смехом. Вот, и дальше Беккет начинает буквально работать с темами вот этой невозможности языка, иногда так много перегружая очень сильно свои произведения языком, а иногда отказываясь от языка вообще. То есть у него есть две пьесы, одна из них полностью вообще там ни одного слова не произносят никакие герои, они просто бесцельно тупят там на сцене, туда-сюда ходят и так далее. Вторая пьеса с огромными паузами, с огромными разрывами, ну тоже примерно про то. То есть как говорить вообще о чем-то, как высказываться, если высказываться невозможно. Любое наше высказывание потеряло смысл. Ответ в том, чтобы инкорпорировать элементы тишины и молчания. Еще один пример, парочка, даже, наверное, из области современного искусства. Я что-то просто подумал, что все-таки курс в сторону современного искусства, у меня какие-то странные примеры. Йозеф Бойс, суперспорный художник, был летчиком вермахта, сбрасывал бомбы, сбили в Крыму, в общем, очень стрёмная у него история тоже. Но Бойс интересно очень работал как раз с этим опытом молчания, буквально. От таких совсем, наверное, in your face историй, как вот это, Das Schweigen, это значит тишина, где фильмы, не помню, чьи фильмы, в общем, просто запечатанные в контейнере, которые невозможно запечатать, невозможно посмотреть. То есть есть фильм, но ты его не можешь посмотреть. Очень простая такая история. До более сложных. Это серия работ Бойса, которая называется «Гомогенная инфильтрация для разных музыкальных инструментов». Вот это инфильтрацион гомогенов für Концертфлюгель для пианино, для рояля. Она посвящена из такой достаточно сложной истории с препаратом одним, который изобрели в Германии в фармацевтической компании, если я правильно помню, это компания Bayer была. И изначально препарат, в общем, был там для одной цели, но потом увидели в ходе тестов, что он действует как замечательно успокоительное. И вот это вот успокоительное начали маркетировать, не проведя толком исследования, начали выводить на рынок в качестве успокоительного для, в общем, беременных женщин. Типа, что беременные, опять же, это вся вот эта классика белого мира 20 века, беременные же, с ними сложно общаться, да, они же там постоянно нервно, как будто бы, что ерунда, конечно, полная, нестабильная, и вот нужно им пить это успокоительное. И с этим успокоительным произошла достаточно плохая история. Сначала с человеком, который вел этот проект, исследователя химика, у него жена была беременна, и он ее поил этим успокоительным, и она родила ребенка без рук. И дальше оказалось, что все, кто, в общем, рожал детей, матери, больше абсолютно часть, там 99%, кто рожал детей, принимая этот препарат, они рождали детей без рук, без ног, чаще всего без рук, без кистей, в общем, с определенными особенностями. И у Бойса и правительство, сначала корпорация на это закрыла, где-то выплатили там деньги, где-то не выплатили, правительство на это закрыло, в общем, никто ни на что не показал, никто ничего не указал. У Бойса была серия работ на эту тему,
вот эта гомогенная инфильтрация. Ну, условно говоря, это инструменты, упакованные в чехлы, которые нельзя открыть и на которых нельзя сыграть. И сам Бойс пишет большую такую экспликацию к работе про то, что это инструменты, на которых никто никогда не сыграет. То есть вот это инструменты, которые будут вечно молчать, и молчание здесь как раз такое двойное, метафорическое, как молчание государства, да, официальных органов, которые так и не провели нормальное расследование и не наказали виновных, так и молчание вот этих вот инструментов, которые есть, но на которых невозможно играть, не может играть человек, не знаю, у которого нет рук, например. Вот такая вот история. Давайте про тишину как присутствие. Это интересная история, связанная во многом с, скажем так, популяризацией восточной философии в западном контексте. Но не только с этим. Здесь, наверное, самый главный человек, про которого стоит упомянуть, говоря о тишине, главный не в смысле, что он там какой-то суперважный, а главный в том смысле, что, ну, наверное, если вы введете в Google «тишина в музыке», то вы в первую очередь на его имя и наткнетесь. Я думаю, первые несколько ссылок будут как раз на эту тему. Человека зовут Джон Кейдж. Вот его фотография. В общем, Джон Кейдж – это такой известный американский композитор. Ой, простите, это не фотография Джон Кейджа, это фотография собаки. Вот фотография Джон Кейджа. Вот, это Джон Кейдж. Джон Милтон Кейдж, в общем, известный композитор американский, авангардист. Ну, наверное, с точки зрения там саунд-арта, как направления, ну, такой, давайте назовем его дедушкой саунд-арта, человек, который именно с концептуальной точки зрения очень много в направление внес. Воспитал кучу учеников, много-много делал разных работ и так далее. Нам сейчас биография Кейджа не очень интересна, нам интересна его самая известная работа, которая называется «4 минуты 33 секунды». Мне почему-то кажется, что все знакомы с ней более-менее. Ну, я в двух словах расскажу для тех, кто, возможно, нет. 4 минуты 33 секунды – это история про… Это партитура, во время исполнения которых 4 минуты 33 секунды ничего не происходит. Ее можно играть как угодно, на фортепиано исполнять. Есть очень классная, можете погуглить, тоже в Ютубе есть видос, 4.33 Death Metal Cover. Там просто дэт-металлическая группа, такие суровые мужики, смешные, с длинными волосами. В общем, 4 минуты 33 секунды просто молчат. Классическое исполнение, ну вот это, вот вы его видите. То есть выходит пианист в самой первой версии, исполненной Джоном Кейджем, это был Давид Тюдор, его коллега и тоже пианист-художник известный, садится за рояль, открывает ноты, в нотах, соответственно, ничего нет, и начинается. И ждет 4 минуты 33 секунды, там несколько частей, в общем, проходит 4 минуты 33 секунды, он закрывает рояль, встает и кланяется, и все ему аплодируют. Ну, понятное дело, что работа вызвала ряд неоднозначных различных реакций от представителей, ну, скажем так, композиторского сообщества. Надо сказать, что Джон Кейдж не какой-то просто там, ну, в смысле, Джон Кейдж ультра-тролль, он сделал все возможное, чтобы в историю академического троллинга вписать свое имя просто золотыми буквами, но при этом Кейдж композитор, это очень важно. То есть Кейдж – это не просто человек с улицы, который пришел такой, я тут сейчас вам покажу, просто переверну игру. Нет, совсем нет. Кейдж учился там, ну, типа, у Арнольда Шонберга. Он специально поехал в Нью-Йорк, чтобы учиться там, в общем, уговорил Шонберга, это великий композитор такой, великий, как говорят в училищах музыкальных, австрийский композитор, который, в общем, много чего придумал, много что сделал с музыкой западной. Вот его Шонберг взял себе там бесплатно в ученики и так далее. То есть образование Кейджа, ну, просто immaculate, то есть просто не вызывает никаких абсолютно вопросов. При этом Кейджа, конечно, не устраивал текущее положение дел, он постарался всячески это все дело расшатать. И при этом для Кейджа 4 минуты 33 секунды – это в первую очередь звуковая работа. Это очень важно, и он всегда об этом говорит. Сам он описывает это примерно так. В первое исполнение 4 минут 33 секунд. В общем, мы сидели в каком-то зале, было открыто окно. В общем, когда Дэвид Тюдор начал исполнение пьесы, за окном шел дождь, мы слышали, как там дождь работает, как люди елозили на своих стульях. Один из композиторов, в общем, оскорбился, решил, что это троллинг, и просто встал, убежал. Но Кейдж говорит, что нет, вообще это не троллинг, как бы 4.33 – это история про то, что тишина – это тоже звук, про то, что все это музыка,
тишина – это тоже музыка, и мы должны ее слушать. И вот эти все звуки, которые звучат в зале, на самом деле это и есть музыка, которую мы должны слушать. То есть такой deep подход достаточно философский. Здесь есть один важный нюанс. У Кейджа достаточно, я бы сказал, сложная концепция вот этой работы. Ну, за ней есть там и скрытая адженда, которую он обычно не высказывал, но про которую мы сегодня знаем. Ну, например, что 4 минуты и 33 секунды – это ровно 273 секунды. 273, точнее, минус 273 градуса по Кельвину, если я не ошибаюсь, это температура, при которой останавливается вообще все движение во Вселенной, то есть которое просто движение полностью замирает, то есть и вот эти 273, 433 – это полная остановка, полное замирание. То есть такой типа дипыч концептуальный. И это сильно отличает работу Кейджа от многих других работ, которые были посвящены тишине в музыке, которые были троллингом чистой воды. Ну вот, например, известное произведение, которое задолго до, там, за 50 лет до Кейджа появилось. Это Альфонс Алле, марш фунебры, компози, короче, похоронный марш для великого, на смерть великого глухого. Ну, под великим глухим гомосорт имеется, гран гомосорт, имеется в виду Бетховен. То есть, типа, похоронный марш для Бетховена, то есть просто вот ничего. Или, например, есть интересная история, откуда Кейдж, собственно, подчеркнул идею вообще произведения своего 4.33. Вот есть такой художник, которого зовут Роберт Раушенберг. Он был близким другом Кейджа, близким другом партнера Кейджа. Если вы не знали, Кейдж был гомосексуален, и его партнер – это Мерс Каннингем, известный американский такой пионер тоже вот современного танца, в общем. И Раушенберг один раз пришел к Кейджу и показал серию своих работ. Вот одну из них вы видите, которая висит за спиной у него, вот еще одна из них, в общем, белую картину. И сказал: блин, Кейдж, слушай, короче, вот я сделал эти работы, но не уверен, насколько они хорошие. И Кейдж, во-первых, его отругал, потому что он любил быть таким батькой и наставником для всех. Сказал, что да нет, Роберт, как бы ты вообще не должен такие вопросы задавать никому. Если ты сделал работу, ты должен быть в ней 100% уверен. И это, типа, во-первых. Во-вторых, это гениальная работа, это вообще самое лучшее, что произошло с живописью. Почему, объясняет Кейдж? Потому что для него это то, что он называет аэродромом для теней. То есть почему белые картины Раушенберга идеальны с точки зрения Кейджа, с точки зрения там, неоплатонской логики, неоплатонистской логики кейджевской? Ну, потому что содержание картины определяет всегда окружающую обстановку. Висит картина на стене, вы к ней подошли, ваша тень бросается на картину, частички пыли летают, что-то прилипло, свет падает из окна. И вот это все становится содержанием работы. Это гораздо больше, так же, как и 4.33 Кейджа, да, то есть что тишина и все звуки, которые происходят вокруг представления, это гораздо больше любой музыки, которую можно написать. Также и работа Раушенберга, она про то же самое. То есть вот это вот молчание художника, тишина, которую художник показывает в своей работе, это гораздо больше, чем любая там картина, любой, не знаю, пейзаж прекрасный или натюрморт, или портрет, который можно написать. Вот. Это такой слой сверху. Но есть еще один слой дополнительный, о котором не так часто говорят, и вот он как раз очень, ну, скажем так, имеет отношение к тишине как к присутствию, вот к этой истории, про которую я начал вначале говорить. Что за история? Кейдж, как я говорил, был достаточно образованным человеком с точки зрения музыки. Например, он знал про существование вот такого вот римского теоретика, человека, который, в общем, теорию музыки, теорию западной музыки, ну, основы там я писал, той, которую мы сегодня знаем, его зовут Боэций. У него там были проблемы с законом, ну, неважно, в общем, Боэций. У Боэция была очень интересная система музыкальная, которая была трехуровневая. Значит, что он говорил, из себя представляет музыка? Ну, во-первых, есть музыка мундана, мировая музыка. Это идет напрямую от греков. Не было как таковой Древней Греции как государства, в общем, из античности. Людей, которые жили в полисах, которые сегодня находятся на территории Греции и других государств. Вот. И у греков, у античных наших ребят было представление о том, что есть космос прекрасный, вот этот мир идеальный, да, и вот там живет, ну, вот, в общем, это и есть красота и гармония. Космос вообще переводится с греческого как раз красота или гармония или порядок, например. Вот. И музыка, соответственно, космическая, да, которую мы слышим, она, ну, идеальна. Но человек не может ее слышать, потому что человек на Земле, а музыка в космосе. Большая проблема.
Но, говорит, бояться это не проблема, потому что, ну, так как мы все созданы по образу и подобию вот великого неба, вот этого вот великой красоты космической, значит, часть этой музыки есть в нас. То есть есть музыка хумана, человеческая музыка. Но, замечает боец, проблема в том, что вот эту музыку хуману, то есть полные отголоски вот этой вот мировой музыки, великой гармонии, мы не можем слышать по той причине, потому что мы погрязли в собственных там делишках, ну, из серии там есть хотим, любви хотим, ругаемся, сплетничаем и так далее. И вот эти вот человеческая вся наша сущность, она вытесняет, в общем, все прекрасное, что как мы могли бы слышать музыку. И поэтому, говорит боец, единственное, что нам остается, это музыка инструменталис. Мы смотрим на то, как планеты двигаются, звезды, мы придумали интервалы, исходя из того, как планеты расположены. Эти интервалы мы переложили на музыку. Единственная музыка, которая доступна нам, это инструментальная музыка. И у Кейджа 4.33 – это такая попытка услышать собственное слушание, я бы так сказал. Кейдж очень хорошо разбирался в том числе в восточной философии, то есть многие из его работ, они прям напрямую отсылают, там, например, к дзен-буддизму или там, к таоизму и так далее. И здесь как раз Кейдж говорит о том, что 4.33 мы можем слушать не только окружающий мир, но и услышать свое собственное слушание, услышать вот эту вот человеческую музыку, музыку хуману внутри себя через опыт тишины и молчания. Вот такая вот история. Интересно, как идея тишины как присутствия эволюционировала в работах друзей и учеников Кейджа. Ну, прежде всего, я уже сказал про восточный инфлюенс кейджевский и про его, ну, в общем, там и индийская была мифология, философия, много-много всего. Но одна из самых интересных вещей с ним произошла в Японии в рамках серии вот этих концертов, которые вы видите, и она связана с тем, что Кейдж переосмысляет свое видение 4.33, посвятив его своей близкой подруге и ее очень известному мужу. Близкую подругу зовут Йоко Оно, известного суперпопулярного ее мужа, которого тоже вы наверняка знаете, муж Йоко Оно, легенда музыки середины 20 века. Конечно же, это японский композитор Тосио Тианаги, первый муж Йоко Оно. В разговорах с Йоко Оно и Тосио Тианаги Кейдж переосмысляет свою идею 4.33, потому что Йоко Оно ему говорит: чувак, ты западный композитор, почему 4.33? Он говорит: ну как, вот я западный композитор, у нас композиция должна длиться какое-то время. Он говорит: ну это же прям противоречит полностью твоей логике. Ты же говоришь, что музыка – это все вокруг нас звучит и все такое. Он говорит: блин, слушай, точно, хорошая идея. И он делает работу, которая называется 000, где такие контактные микрофоны, это маленькие микрофоны, которые регистрируют колебания механические, прикрепляются к телам перформеров, перформеры живут, там, не знаю, воду пьют, зубы чистят, и в это все время звучит музыка. Эту идею Кейдж напрямую дергает у Йоко Оно, которая, ну, на самом деле, на мой взгляд, недооцененная великая художница. Почему-то все судят ее по ее роману с ее третьим мужем, по их любовной истории, но на самом деле нет. И до знакомства с Джоном Ленноном Йоко Оно была уже легендой американской сцены всей. И что важно, будучи достаточно привилегированной дочкой очень богатых родителей японской семьи, она смогла, в общем, сильно помочь многим другим людям, у которых не было возможности свое искусство презентовать. Вот у Йоко Оно есть такая книга партитур, текстовых партитур, которая называется «Грейпфрут». Идею текстовой партитуры она подчеркнула у ученика Кейджа и своего друга Джорджа Брехта, но это другая история, очень большая и отдельная. Что такое текстовая партитура? Это музыкальная партитура, по мнению авторов, которая которая состоит просто из текста, какой-то небольшой текстовой инструкции. И это музыкальное произведение, это очень важно, потому что все работы Йоко Оно называются пьеса. Пьеса чего-то, пьеса снега, пьеса огня, пьеса воды и так далее. Вот, например, вам пример. Пьеса земли. Что должен делать исполнитель во время исполнения пьесы земли? Слушать звук вращающейся земли. То есть абсолютно такая метафизическая картина или работа. И вот такой вот метод стал дико популярный среди посткейджевских, среди его учеников, где он преподавал в New School of Social Research, среди всех, кто организовал после него движение Fluxus, которое тоже сильно очень повлияло на искусство 20-21 века. Например, вот тоже друг близкий Йоко Оно и Джона Кейджа, Ламонте Янг, тоже пример просто такой работы, где через тишину мы говорим, наоборот, о присутствии вот этого раскрытия этого внутреннего уха, о способности услышать свое собственное слушание. Очень важная история.
Вот Ламонте Янга, например, в его работе нужно слушать крылья, ну, слушать то, как летает бабочка. То есть нужно взять бабочек, выпустить их в аудитории, убедиться обязательно, что бабочки улетят потом, чтобы они там не умерли и так далее. Для Ламонте Янга это было важно. Но вообще как бы люди должны сидеть и слушать вот как, в общем, крылья бабочки, как она летает. Понятное дело, что ничего не слышно, но, в общем, можно придумать себе, что что-то с этим происходит. Или, например, вот это моя любимая художница из этой всей тусовки, Мияко Сиоми, японская тоже художница. Она работала с пограничными звуками. Вот это boundary music, это ее идея, то есть нужно издать настолько слабый, настолько тихий звук, чтобы было непонятно, вообще издаете вы звук или нет. Вот когда каждый раз, когда исполняют boundary music, я был при 3 исполнениях, это просто супер идеально. Люди сидят с инструментами, там, и они пытаются что-то вроде делать, но делать это так тихо, что почти ничего не слышно. И все друг к другу прислушиваются, это идеальная просто история. И у меня Кассиоми куча таких работ. Одна из них работ нужно просидеть с человеком, с другим, по-моему, 2 часа в тишине, если я правильно помню, то есть не производя вообще никакого звука. Можно как угодно контактировать, коммуницировать, но нельзя говорить, нельзя производить звуков никаких. И вот еще такая работа, это серия, даже целая большая работа, называется What a Music, она их очень много сделала. Это достаточно простая партитура, состоящая из 2 строчек. Первая строчка – это «придайте воде форму», «придайте воде постоянную форму». И вторая строчка, второе действие в этой партитуре – это «пусть вода потеряет свою форму». Очень много было форм у воды, Мияко Сиоми очень-очень много она их разных выпускала в разных штуках. Вот это вот, если у вас есть это знание, то это вот флюксусовский дизайн классический. Джош Мачуна, собственно, предводитель Флюксуса, человек, который основал, помогал, и он был близким другом Xiaomi и помогал ей дизайн это сделать. Но здесь тоже про то же самое идея, то есть, как исполняется эта пьеса. Берется какая-то форма, наливается в нее вода, и потом вода это очень тихо вытекает из формы. Мы слушаем звуки, вот эти супер тихие, втекающие, вытекающие воды. На самом деле, как будто бы мы, не фокусируясь на этом, мы пытаемся услышать свое собственное слушание вот этого прекрасного большого мира. И не знаю, почему-то у меня японские одни примеры сегодня, хотя я говорил про западные. Вот еще один, это из современного. Я просто обожаю, это один из моих любимых художников, Акио Судзуки. Он уже не молодой, но, тем не менее, до сих пор супер крутой. У него есть работа, которая называется «Отодате». Это игра слов. Он сам себя называет отаку. Если знаете японское слово атаку, это типа вот эти crazy фанаты там аниме, которые там обклеивают себе всю комнату, спят с подушкой в форме там аниме-персонажей и так далее. Но здесь игра слов, потому что ота – это ухо, слушать. И вот атаку, то есть Акио Судзуки говорит, что он человек, который постоянно слушает. И вот это его очень известная серия работ, которая называется «Отодате». Свидание с слушанием. Там еще интересно по-немецки, по-японски это переводится. Как это работает? Акио Судзуки приезжает в какой-нибудь город, на каком-нибудь биеннале, например, ходит по этому городу и просто слушает его. То есть просто ищет клевые пространства, которые бы здорово слушать. Потом он берет трафарет, и эти все пространства, вот как раз в том месте, видите, здесь ушки на этом трафарете, но и как будто бы в форме стоп. То есть это место, куда нужно встать. И вот здесь вы встаете и слушаете пейзаж, который откопал для вас специально Акио Судзуки. Обычно эти работы, его перформансы, но они все, естественно, такие commissioned. Обычно они сопровождаются картами вот такими. Вот это, например, одна из брюссельских, там, кажется, это Брюссель, если я не ошибаюсь, биеннале, в который приехал Акио Судзуки. Видите, вот здесь прямо на карте эти места обозначены. То есть можно себе устроить такой listening тур, походить по разным местам и посмотреть какие-то штуки. Вот это то, как это выглядит. Вот это в Турине. Акио Судзуки, видите, находит интересные места, которые с его точки зрения супер интересно слушать и предлагает их послушать другим. То есть, здесь понятная тоже идея, она абсолютно кейджанская, то есть про умолчание. То есть мы должны замолчать, чтобы дать чему-то платформу для того, чтобы оно каким-то образом возникло. Кстати, очень актуальная мысль сегодня для, мне кажется, российских художниц. Тоже почему бы не взять себе на заметку, может, это сработает в том или ином формате. И просто последний пример, просто очень люблю эту работу, называется «Цветок» Хана. Это пьеса, это музыкальное произведение, это очень важно. Акио Судзуки говорит, что это именно музыка. Что он делает в этой музыке? Он приходит в галерею,
ставит цветок в вазу и каждый день ставит в вазу новый цветок, убирает предыдущий, ставит новый. Это происходит в течение какого-то времени в абсолютной тишине, в абсолютном молчании. Вот так вот произведение, в общем, живет. Окей. Есть тишина как отсутствие, есть тишина как присутствие, есть разные методы работы с ней, я просто показал всего лишь часть, но, естественно, вся эта история, ну, скажем так, сталкивается с большим количеством критики, сталкивалась всегда. В первую очередь, по очень простой причине, ее сформулировала Сьюзан Зонтак. У нее есть такое эссе, называется «Эстетика тишины». И она пишет про то, что как бы искусство нашего времени на самом деле шумное, но оно как бы апеллирует к тишине. То есть это такой немножко кокетнический нигилизм. Художник признает императив тишины, ну то есть признает то, что тишина должна рулить и всем управлять, но все равно продолжает говорить. И вот это вот главная проблема. С точки зрения Сьюзан Зонтак, ну конкретно в этой статье она критикует Кейджа, критикует Марка Ротко, критикует Марселя Дюшана, там кого-то еще, ну, в общем, всех, кто работает, там, Роушенберга, с тех, кто работает с тишиной, типа более-менее Мортона Фельдмана и так далее. И, в общем, и вот здесь последнее предложение интересно, то есть когда человек вдруг обнаруживает, что ему нечего сказать, он начинает пытаться искать способ о том, чтобы об этом донести до всех. Вот даже такой странный небольшой парадокс. И, наверное, интересно в этом формате поговорить про то, как тишина стала товаром не только для музеев современного искусства, художников и так далее, которые работают с тишиной, с молчанием и так далее, работают с опытом молчания, но и как вообще в целом стала тишина товаром. Есть такая микротеория, с которой я работаю последние год, наверное. Я называю ее вот так вот, комодификация тишины, ну, типа превращение тишины в товар. Про что эта история? История достаточно проста. После того, как в ходе 20 века большое количество различных исследователей, акустических экологов, про которые я вам рассказывал, прочих художников, говорили о том, насколько важна для нас тишина, как человек страдает без того, что бедный человек не соприкасается никак с тишиной. Естественно, это все превратилось в денежку. То есть это все превратилось в такой инструмент для заработка денег. Есть большое количество примеров того, как это работает. Ну, вот самый, наверное, простой пример – это любые рекламы, связанные с шумоподавляющими наушниками. То есть, видите, ну, это ужасная вообще реклама, они еще и такие достаточно сексистские, типа женщина с детьми, в общем, не очень прикольно выглядит. Или вот этот Трамп с Ким Чен Ыном, да, человек как бы вне политики, он наушники надел и старается себя обезопасить от этого всего и так далее. Но в целом это факт такой. Есть вообще отвратительные рекламы. Я видел одну про Битлз, где типа такие наушники, а посередине написано Джон, там, как это, Джордж, Пол, Ринго, а типа за пределами наушников Йоко. Ну, типа, что вот она шум, она всем мешала, вот надо слушать Битлз, это хорошая группа. Вот. И интересно, как это работает. Вот, что я хотел сказать. Есть, просто приведу один пример о том, как это ушло в область акустической экологии. Вот этого человека зовут Гордон Хэмптон. Гордон Хэмптон, у него есть такой проект, называется «1 квадратный дюйм тишины», где он говорит про то, как, ну, собственно, изменились наши отношения с тишиной. И в рамках этого проекта, это такое полевое исследование, он бродит по разным местам, паркам США в основном, и с помощью специального оборудования замеряет, ну, места, в которых почти не слышно или совсем не слышно антропогенного шума. И вот он говорит, что в парке, в котором, ну, говорит о том, что в Америке очень мало осталось мест вообще, где этого не слышно, во-первых, то есть сильно очень самолеты летают сверху, машины, там автостраду, всегда это слышно, люди какие-то ходят. А во-вторых, говорит Гордон Хэмптон, ну, из серии, что это не длится долго. То есть там где-то рядом с его домом есть какой-то вот этот парк, где он ходит и нашел для себя 1 квадратный дюйм тишины. И вот на этом 1 квадратном или метре тишины, в общем, он сидит, замеряет и производит всякие штуки. Всю эту историю, он очень красочно об этом говорит. Я не буду всю эту цитату сейчас переводить. Ну, в целом, основные вещи, что тишина – это, в общем, endangered species, типа особь, находящаяся под угрозой исчезновения. Ничего не, ну, в общем, все очень плохо. И вот эта вот фраза «silence is not the absence of something, but the presence of everything». Ну, собственно, та же самая логика, которая была у нас в самом начале, да. То есть тишина – это не отсутствие чего-то, наоборот, присутствие всего.
Тишина, можно тишину найти, можно ее потерять, тра-ля-ля-ля-ля. В общем, silence is a sound, many sounds и так далее. В общем, вот эта вся логика позволяет сегодня, ну, то есть никоим образом я не хочу хейтить работу Гордона Хэмптона, я считаю, что он очень красавчик и много чего хорошего делает, но история про то, что работа акустических экологов сегодня, во-первых, привели к тому, что тишина стала привилегией. В самых богатых, если вы посмотрите на список самых тихих стран мира с точки зрения акустической экологии городской, да, но с точки зрения того, сколько шума в городском пространстве, то в начале списка будут самые богатые страны мира, ну, из серии Швейцария, Дания, Норвегия. В Швейцарии существует специальный закон, который, ну, например, в Швейцарии в некоторых кантонах вы не можете смывать воду в туалете после 10 вечера, то есть за это может штраф прилететь. Или, например, в Швейцарии строят все дома, и в Дании тоже, специально закладывая всегда в архитектурный проект очень мощную типа защиту от шума. Прям специальная шумозащита прокладывается между стен, это прям обязательное условие. Без него современный проект здания просто не примут. И есть много про это шуток, таких мрачного характера достаточно, что условно там в Швейцарии, в каком-нибудь Цюрихе можно спокойно человека в доме убить, там пытать, и соседи даже не услышат ничего, если вы живете в многоквартирном доме. Вот такая вот история. И сегодня акустическая экология, конечно, очень сильно поспособствовала тому, что тишина стала привилегией, и такой же привилегией стало на самом деле молчание. То есть есть люди, которые могут позволить себе молчать, есть люди, которые не могут позволить себе молчать. И это тоже достаточно интересная история, но мне кажется, это просто отдельная большая тема, и в двух словах, наверное, так ее сложно будет раскрыть. На чем бы я хотел закончить сегодня? Я хотел бы закончить на том, как тишина работает как агент. Ну, то есть у нас были до этого примеры того, как тишина действительно работает как агент, но здесь есть очень важный момент, связанный с тем, как с помощью тишины, используя тишину, используя молчание, мы можем очень много вещей понять, так же, как, например, у Клода Лансмана про Холокост, про наш сегодняшний мир. Это очень важная история. Вот первый пример – это работа еще одного акустического эколога, известного американского, Берни Крауза. Если вам интересно, я тоже советую зайти на YouTube, ввести Берни Крауза TED Talk. Я небольшой фанат тедов, но вот это достаточно интересно. Берни Крауза рассказывает там про то, как на самом деле ухо наше, тишина и прочие вещи, которые связаны с аудиальными феноменами, нам могут сказать об окружающем мире, о климатических катастрофах гораздо больше, чем глаз. У Берни Крауза есть очень классный пример. Он показывает в этой презентации две фотографии. Одна из них сделана там в 1980 каком-то году, а вторая сделана там в 2015, например. Не помню точные цифры. И это две такие фотографии какого-то лесного такого абсолютно, знаете, вот загородного ландшафта, просто какая-то трава, типа лес, цветочки и все такое. Он говорит, ну вот смотрите, вот эту фотографию мы сделали там 40 лет назад, вот эту фотографию мы сделали там, не знаю, 40 дней назад. И, ну, они абсолютно идентичны, они правда идентичны, то есть там, ну, невозможно найти каких-то различий, так, на первый взгляд. Говорит, и глаз нам ничего не скажет абсолютно об этой истории, но, говорит Берни Краузе, давайте послушаем, как звучат эти все истории, то есть у меня есть запись там с 80-х, у меня есть запись сегодняшняя. Он включает запись из 80-х. И там, ну, просто мир богатейший, каких-то звуков, насекомые, птицы, жужжит все, кто-то поет там песни, какие-то сучья ломаются, в общем, ну, такой очень-очень богатый звуковой ландшафт. И он подключает современную запись, и это то же самое разделить на 10. Да, какие-то жужжания есть, да, какие-то еще вещи есть, но так много звуков отсутствует просто. И Берни Краузе как раз говорит то, что через понимание отсутствия звуков, через эту тишину мы как раз можем понять. Ухо позволяет нам понять то, что не может нам позволить понять глаз. Вот это очень важная и интересная история. И вот эта работа, она примерно про то же. Великий оркестр животных, это инсталляция его в коллабе с визуальными артистами, и книга у него такая из The Great Animal Orchestra, тоже, ну, наверное, можно ее почитать, она достаточно интересно, легко очень читается. Человеческим языком написано, без вот этого всего там дискурсивных нарративов. В общем, что за работа? Там есть определенное количество, ну, в общем, вот смотрите, как он ее описывает. Программа состоит из 7 сегментов. То есть, хотя я же не рассказал про работу. Вот. Что за работа? Вы приходите, такая комната, и там звучат звуки леса, всяких животных и так далее, и такая спектрограмма красивая
вокруг летает в режиме реального времени, в общем, вы слышите и видите одновременно. Вот. И со временем она становится все меньше, 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 меньше и меньше, а в конце вообще Берни Краус про такую историю говорит, что программа состоит из 7 частей, и 6 из этих 7 частей – это голоса животных, которые уже не обитают, ну, которые просто уже вымерли давным-давно. То есть он говорит о том, что мы не говорим о животных, существах, которые вымерли, мы говорим всегда о тех, которые здесь обитают. То есть представьте, огромный пласт мы потеряли, и they are altogether silent. То есть через это молчание, через эту тишину животных, существ различных, которые уже просто нет на планете, и, в общем, можно попробовать эту планету понять. И еще один пример, домашнее задание пусть будет. Простите, у меня богатый опыт преподавания в университете, поэтому привык домашние задания давать всегда под конец. Вот такая работа, просто предлагаю вам посмотреть. Allure и Calzadilla – это такие южноамериканские художники, коллаборации. У них есть замечательная работа, которая называется «Великая тишина». Она вообще посвящена парадоксу Ферми. Это вот это знаменитое предположение о том, что как бы мы так долго пытались уже общаться с инопланетянами, да, и если действительно другая жизнь существует на других планетах, то как бы почему мы до сих пор ничего от них не услышали? То есть вот этот парадокс как раз называется парадокс великой тишины. Либо они уже все умерли, либо они не хотят с нами контактировать, либо просто никого нет, и мы одни во Вселенной. Вот, и здесь очень интересно художники работают через... Они показывают, там есть кадры такого, это небольшое видео, оно идет, что минут, там, не знаю, 17, наверное. Может даже меньше, показывают кадры с спутника Аресибо, где как раз это в Пуэрто-Рико, где построен огромный радиолокационный комплекс, в котором, ну, собственно, который посылает все время это Аресибо месседж уже очень-очень много лет в космос и не слышит никакого ответа. Вот. И в это же время в этом Аресибо живут как бы вот эти попугайчики, которых вы видите на заднем плане, это пуэрториканские попугаи, вымирающие на самом деле особь. И повествование ведется как бы от лица попугая, который говорит нам о том, что, блин, как бы, чуваки, ну вы там уже ничего не услышите, там полная тишина, если вы хотите пообщаться, то есть он говорит про то, что вообще попугаи могут разговаривать с людьми, там есть пример, ну без спойлеров буду, но это очень такой, сразу предупреждаю, грустное видео, оно разобьет вам сердечко, скорее всего, вот, но того стоит. И, в общем, главный кейс там в том, что попугай как раз говорит, что если вы хотите как раз найти существ, которые нечеловеческие, радикально нечеловеческие, но вы хотите с ними поговорить, обратите внимание на нас. И вот, в общем, такая история. Ладно, у меня все. Если есть какие-то вопросы, я готов. Простите, что так было месси, но так вышло. Это было супер увлекательно и очень интересно. Спасибо. Тебе спасибо. Так, вот здесь пишут спасибо. И я вот, если действительно есть какие-то вопросы, комментарии, можно сейчас их... Да, Стас здесь пишут в чат. Угу. Что почитать можно про тишину несложное. Ну, есть относительно несложная работа. Есть авторка из Швейцарии, Саломе Фёгелен. У нее есть работа «Слушая шум и тишину». Она немного специфическая, потому что у нее такой язык постфилософский, я бы сказал, но она супер интересная с точки зрения именно того, как это все описано. У нее там очень-очень богатый такой набор опыта. Ну, либо вот есть эта книга Макса Пикарда «Мир тишины». Она тоже интересна, там не только западный взгляд, там есть очень там про всякие тишину в египетских пирамидах, гробницах разных, про разные скифские ритуалы. Вот Макс Пикард «Мир тишины», Саломе Фёгелен «Слушая шум и тишину». Мне кажется, это такие хорошие работы для какого-то интро в всю эту тематику. Я слышал флажку у кого-то. Это очень внимательный слух. Да. Да, вот, Рясов, да. Вот посоветовали в чате. Саш, привет, если это ты. Привет, да, я. Спасибо. Да, вот это крутая, это небольшая работа, можно быстро прочитать. Это Анатолий Рясов, такой российский саунд-исследователь, исследователь звука. Хорошая работа, да. Судя по всему, вопросов нет, но все пишут благодарности. Классно.
Спасибо тебе еще раз. Это круто, да. Да, классно, спасибо большое. Да, спасибо тебе. Да, мы пошли делать домашнее задание. Всего Ряхнула. Да, спасибо. Всем пока. All the best. Классно, спасибо.